Война с проявлениями радикальных идей ведется не только в реальном мире, но и на просторах интернета. Одна из задач сотрудников Центра по противодействию экстремизму – выявлять электронные ресурсы, содержащие подобную информацию. Под административную и уголовную ответственность подпадают не только владельцы таких сайтов, но и пользователи, которые распространяют информацию. Если в материале содержатся признаки насилия, признаки жестокости, превосходство одной расы, одной национальности, одной религии над другой, уже это однозначно будет говорить нам о том, что данный контент содержит информацию, которую недопустимо распространять. Из разных форм экстремизма в Чеченской Республике наиболее распространен религиозный. В целях вовлечения молодых людей в ряды сирийских бандгрупп вербовщики тиражируют видео на арабском языке, где голос за кадром рассказывает о случаях бесчинств над мирными гражданами, людьми Башара Асада. Для большего эффекта показывают видео со сценами издевательств над детьми и женщинами. Чтобы увеличить сторонников военизированных террористических организаций, прозападные СМИ противоставляют антигуманным действиям Асада героическую борьбу сил сопротивления. У обывателя зачастую складывалось мнение, не побывавшего в Сирии, не знающего реально происходящего там, а самое главное, не знающего даже арабского языка. Они судили о происходящем в Сирийской Арабской Республике по тем роликам, которые выкладывали вот эти масс-медиа. Три составляющие, по сути своей, являются основным источником, который позволяет нам сказать о эффективной работе того или иного вербовщика. То есть это хорошие психологи, это опытные социологи и люди, прекрасно разбирающиеся в сфере масс-медиа. Борьба с радикальными проявлениями ведется на основании программы профилактики терроризма на территории Чеченской Республики. Она разработана Совбезом. За 5 лет ответственные органы должны усовершенствовать механизмы защиты информационного пространства и населения от радикальной идеологии, научиться противодействовать ей. Над этим работает межведомственная комиссия. Туда входят сотрудники Министерства внутренних дел, сотрудники Министерства по делам молодежи Чеченской Республики, сотрудники Министерства по национальной политике и печати информации, Духовное управление мусульман и некоторые общественные организации, как Совет старейшин и другие. Совместно с этими ведомствами и специалистами мы встречаемся с молодежью, каждый по своей направленности объясняет пагубность как экстремизма, терроризма. Мы со своей стороны, как с духовной стороны, как и с политической стороны, даем свою оценку. Свою эффективность эта работа уже показала. По данным МВД, ежегодное количество молодых людей, вступающих в бандитское подполье, сокращается. Дагмара Касаева, Хаважи Мунаев и Жамлейл Хаджилиев. Новости.